А теперь прокомментируем ход проведения голосования по поправкам в Конституцию. На связи из Республиканского избиркома моя коллега Татьяна Супряткина. Татьяна, что с явкой на данный момент? Вам слово. Да, Евгения, добрый вечер. До закрытия избирательных участков осталось чуть менее часа. Итак, по данным, на 18 часов явка составила 49,69%. Северные районы так и не активны. Это Воркута, Инта, Усинск. А в лидерах 3 муниципалитета: Кайгородский, Прилузский и Усть-Вымский. Они не сдали своих позиций. И теперь мы уже можем подвести некоторые итоги этого дня голосования. И в этом нам поможет председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Химитюшев. Дмитрий Ильич, ну что, избирательный день голосования на исходе. Насколько активны были сегодня жители наши? Ну, надо отметить, что теперь 13 территорий на республике Коми преодолели 50% барьер явки. К нам присоединились Вуктыл, Ижемский район и город Печора. Кроме того, еще у 3 муниципалитетов есть шанс преодолеть 50% барьер за оставшиеся 2 часа, прошедшие после 18:00. Это Уссыльмский район, Сыктывдинский район и Каткеросский район. В целом голосование проходит спокойно, жалоб и обращений нет. Ну и хотелось бы еще раз обратиться к жителям республики, которые так еще и не сделали свой выбор и не пришли в помещение для голосования. Осталось уже около 40 минут для того, чтобы вы успели это сделать. Еще раз хочу обратиться к вам и пригласить в помещение для голосования ваших участковых избирательных комиссий. Отдайте свой голос, потому что это действительно важно и нужно республике и Российской Федерации. Дмитрий Ильич, а если вот мы сравним, если есть такая возможность, явка сегодня и за те дни голосования, насколько эффективна, на ваш взгляд, такая схема, когда человек может выбирать в любое удобное время, подойти к себе на свой участок, точнее, либо вот он ограничен по времени? Как вы считаете? Ну, вот смотрите, сейчас у нас результат 49,69, разделим на 7 дней. Получается, в среднем по 7% участников голосования приходили в помещение для голосования каждый из этих дней. Но на самом деле основной день голосования, который проходит сегодня, показал наиболее высокую явку. То есть сейчас мы можем уже говорить о 10 и более процентов участников голосования, которые пришли именно сегодня. Это те участники голосования, которые привыкли голосовать именно один день, да, и именно в тот день, который объявляется основным. Сама по себе процедура длительного голосования, она, безусловно, позволяет увеличивать количество людей, которые смогут проголосовать. Потому что люди выезжают, меняют свое место жительства, у них возникают какие-либо обстоятельства, которые препятствуют голосованию. Сейчас в течение 7 дней у всех была прекрасная возможность прийти и осуществить свое волеизъявление. А тот вариант, когда члены избирательной комиссии приезжали на предприятие к тем, кто работает безотрывного производства, та схема уже использовалась в республике ранее? Нет, это использовалось впервые, и это обусловлено санитарно-эпидемиологической обстановкой. То есть была поставлена задача минимизировать одновременное нахождение многих участников голосования в помещении для голосования. Я считаю, и мы это видим, что цель эта достигнута. Мы предприняли все меры, необходимые для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан. Ну, думаю, что все получилось. Дмитрий Ильич, спасибо, что весь день вы с нами сегодня работали. А я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов закрываются все участки. Примерно в 2 ночи будут подведены предварительные итоги, а уже завтра в 17 часов избирком Коми огласит окончательные итоги голосования. Евгения. Спасибо. Напоминаю, что на протяжении всего дня на прямой связи со студией была моя коллега Татьяна Супряткина из Республиканского избиркома. Ну а мы еще раз объявим цифры по явке. На 18 часов это 49,69%. По России доля голосующих превысила уже 62%.